которое известно всему мировому сообществу. Исмаил Гаспринский – величайший просветитель, реформатор, родоначальник крымско-татарской журналистики. На берегу Салгира в Симферополе ему установлен памятник, который торжественно открыли еще в 1998 году. О знаниях он говорил как о главной силе человека. В школах он внедрял новые методики обучения. Молодежь начала учиться. Это и была самая высокая награда за его старания и службу народу. Сегодня у памятника читают дуа. После молитвы представители крымской власти, духовенства и крымско-татарской интеллигенции, жители и гости крымской столицы возлагают цветы. Исмаил Гаспринский родился 20 марта 1851 года в семье офицера. Семья жила в деревне Улу-Сала Ялтинского уезда. Среднее образование получил в Симферопольской мужской гимназии. Затем учился в Воронежском кадетском корпусе. Однако офицерскому мундиру предпочел высшие знания. Работа в школе, учеба в Сорбоне, путешествие по миру, а затем кресло городского головы Бахчисарая. В 1910 году французский журнал выдвинул просветителя на Нобелевскую премию мира, но награду он так и не получил. То есть он был оценен в таком мировом масштабе. На каком основании его выдвигает? Объединял миллионы людей на основе прогресса, на основе обучения, на основе цивилизации. То есть вот культурное движение. Не на основе каких-то там объединений войск, объединений сил каких-то грубых, а на основе культуры. Сейчас об Исмаилбее пишут книги, его труды изучают и обсуждают, его именем называют улицы крымских городов и микрорайоны. Ему устанавливают бюсты. Это здание ранее было крымско-татарской светской школой для детей Ружде Мектеба. Ее возвели буквально за несколько месяцев, еще в 1905 году. Школа, конечно, имела прекрасную репутацию благодаря преподавательскому составу. Сегодня это единственная в мире библиотека, располагающая наиболее полной коллекцией крымско-татарских изданий. И названа она в честь Исмаила Гаспринского. Именно просветителю принадлежат разработки основ преобразования этноконфессионной системы. Гаспринский стоял у истоков образования и развития более светского метода обучения в школе, получившего название джадидизм. Реформатор пользовался авторитетом у приверженцев ислама не только в Российской империи, но и далеко за ее пределами. Самым успешным издательским проектом великого просветителя можно назвать газету «Терджиман». Она издавалась сразу на 2 языках, оставалась единственным тюркоязычным изданием в России и выпускалась на протяжении 35 лет. Его идеи учитывались, когда готовили и проводили реформу национальной школы, создавали первые национальные учебники. Свою жизнь он посвятил тому, чтобы объединить традиционную духовность и передовые достижения европейской культуры. На сегодняшний день все его издания, они сегодня популярны и проводится ряд мероприятий в течение года. Его изданиями пользуются в библиотеках, в домах культуры, в общеобразовательных учреждениях. Со второй половины мая мы планируем провести цикл выставок. Все они будут посвящены творчеству Гаспринского, его периоду жизни и, конечно же, все известные труды великого просветителя мы тоже покажем. В Крыму учреждена государственная награда «Медаль имени Исмаила Гаспринского». Первым на полуострове этой награды был удостоен президент Крымского инженерно-педагогического университета Фивзи Якубов. Сабина Дениева, Аким Бекиров, телеканал «Милет».